Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. С 1 июля 2025 года коммунальные тарифы вырастут в среднем на 13%. Сколько будем платить теперь и кто может оформить льготу по оплате за ЖКХ? Гость студии сегодня Николай Бочков, председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем, как формируются эти самые тарифы за жилищно-коммунальные услуги, простыми словами, что туда входит, за что платим. У нас все наши организации до 1 мая подают свои заявления в Государственный комитет по ценам для установления тарифов. К этому заявлению прикладывается очень большой пакет документов. Это все объемлющий, так сказать, исчерпывающий пакет, который доказывает их расходы на осуществление теплоснабжения либо водоснабжения. Это и все договоры, и счета, фактуры и так далее, и все необходимые материалы. Что такое тариф? Да? Тариф – это все затраты организации, которые только необходимы для осуществления регулируемого вида деятельности, ну, например, тепло, да, на объем продажи, то есть на то количество гигакалорий, которые они продают. Это есть тариф. Что у нас входит в тариф? Ну, если простыми словами, это, по сути, зарплата, ремонты, которые нужны для того, только плановые ремонты, да, здесь тоже важно отметить, которые по регламенту проходят. Затраты на топливо первичное, то есть из чего мы получаем энергию, это либо уголь, либо нефть, доставка этого топлива до котельных, его хранение, ну и затраты на необходимые, такие как налоги, амортизация и прочее. Вот. Это основной набор тех затрат, которые сегодня есть. Ну и эти самые тарифы дорожают, повышаются каждый год, насколько я понимаю. И, собственно, и коммунальные услуги, оплата, чек растет. Чем обусловлено? Да, ну, если говорить про анализ за последние 5 лет, например, да, то мы наблюдаем, что тарифы на тепловую энергию, мы говорим сейчас про экономически обоснованный тариф, вырос примерно на 75% за последние 5 лет. На воду, например, где-то в 2 раза, то есть на 100%. Да? Безусловно, это сказываются экономические факторы, как внешние, так и внутренние. Например, о чем я сказал, самую большую долю расходов имеет сегодня это затраты на топливо. Уголь вырос у нас за последние 5 лет в 2 раза, нефть также в 2 раза выросла. Газ, например, он все-таки является регулируемым видом топлива, да, он вырос на 50%. Рост затрат на минимальный размер оплаты труда по решению, опять же, федеральным решением вырос где-то на 75%, соответственно, тоже фонд оплаты труда растет. Безусловно, это находит отражение в тарифах, потому что регулируемые организации также осуществляют свою деятельность по законам Российской Федерации, и эти затраты несут. И это все включается, безусловно, в тариф. И вот где-то, как я сказал, на 75% за последние 5 лет тарифы выросли. Но нужно здесь сказать, что это тенденция по всей стране. У нас проблемы не только в Якутии, но Якутия, так как является большим регионом, доставка топлива – это вот самые такие сложные истории. Здесь тоже хочется сказать, что за счет того, что доставка топлива осуществляется опережающим завозом, организации берут кредиты. Да? Мы тоже знаем, что центральная ставка, ключевая ставка Центрального банка у нас сегодня достигла тоже высоких значений, 21%. Расходы на кредиты тоже влияют, безусловно, на тарифы. Ну хорошо, если с углем, нефтью мне понятно. Вот вы сказали, что вода подорожала на сколько еще раз? На 105%. 105%. В 2 раза, да. А с водой-то что не такое? Казалось бы, где у нас в стране с водой проблемы нет. Здесь нужно говорить о том, что ввод новых объектов, он тоже значительно сказывается на тарифы, потому что когда вводится большой объект, в основном это очистные сооружения, да, они приносят в тариф дополнительные налоги, то есть налог на имущество, амортизацию и так далее. Обслуживание этих объектов ранее, то есть если не было никакой водоподготовки, люди не трудились, зарплаты не платились и так далее, когда вводится объект, это появляется новая расходная часть у организации, но она сопровождается повышением качества предоставляемой услуги. Вода становится чище, приятнее пользоваться. Понятно. Действительно, тут не могу не согласиться. В начале нашего интервью я сказал, что с 1 июля тарифы еще раз вырастут, на этот раз на 13%. Значит ли это, что средний чек за ЖКУ также повысится на самые 13%? Да, как я сказал ранее, вот если мы говорили, что за последние 5 лет у нас тарифы выросли на 75%, да, по теплу, это я говорил про экономически обоснованный тариф. У нас на территории Якутии принят закон республиканский, да, о льготных тарифах.
То есть для населения тарифы устанавливаются в меньшем значении. Так, например, тарифы за последние 5 лет для населения у нас выросли по теплу на 42%, то есть практически темпы ниже, чем в 2 раза, чем рост экономически обоснованных тарифов. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации до Республики Саха-Якутия доведен индекс платы граждан 13%. С 1 июля 2025 года рост произойдет вот как раз на те 13%, о которых мы говорим. Это говорит о том, что совокупный платеж гражданина не должен превышать 13%, но по отдельным муниципальным образованиям допустимое отклонение в 2,1%. То есть в каких-то муниципальных образованиях может быть, да, 15%, но зато где-то будет 9%. Здесь тоже хочется сказать, что тенденция, так скажем, не самая высокая по стране. 28, по-моему, субъектов Российской Федерации выше, чем... то есть есть индексы, где по 26% рост, где по 28% рост. Здесь как раз вот защита закона о льготных тарифах сказывается, и бюджет региона берет на себя вот тот прирост, который идет выше индекса платы. Вот, насколько я понимаю, население же оплачивает лишь только часть фактически потребленных ресурсов, все остальное, как говорится, за республикой. От чего это зависит и как дифференциация по районам идет? Да, вот я уже сказал как раз про закон о льготных тарифах. Если говорить про дифференциацию, у нас в среднем, например, по республике население оплачивает всего лишь четверть от экономически обоснованного тарифа. Да? Если говорить, мы же понимаем, что республика огромная, и, например, в Верхоянском районе себестоимость тепловой энергии, она гораздо выше, чем в городе Якутске. Так, например, в городе Якутске люди оплачивают где-то 72% от тарифа, а в Верхоянске всего 4%, потому что там сложная логистика, туда тяжело доставляется топливо, оно практически 2 года туда едет, его хранить тяжело и так далее и тому подобное. Поэтому дифференциация тарифов внутри республики по районам, она тоже имеется в зависимости от климатических условий, где холоднее, где теплее, да? И также есть дифференциация город-село, то есть для жителей города у нас тарифы чуть выше, примерно где-то от 15 до 30%, тарифы в селе ниже. Опять же, это связано с доходами населения, да, так как в селе все-таки доходы ниже и платежеспособность ниже, там тарифы ниже, соответственно. Вот. Многие еще связывали вот это вот июльское повышение, о котором мы с вами сегодня говорим, с реформой по сокращению субсидий организациям коммунального комплекса. Так ли это, связано ли они между собой действительно? Да, действительно, указом главы у нас подписан план по сдерживанию роста субсидий ОКК. Да. Данный план является комплексным планом, который направлен до 30 года снизить расходы на коммунальные услуги. Да. Но при этом повышение июльское никоим образом с этим не связано. Как я сказал, экономические факторы, которые влияют, по сути, на экономику предприятий, они неизбежны, и мы только что про них проговорили. Да? Данный план направлен в первую очередь на модернизацию, так скажем, да, и перевооружение вообще коммунального комплекса республики. Александр Сергеевич в своем выступлении, в интервью в последнем, которое он давал, он говорил о том, что действительно у нас износ коммунальной инфраструктуры в республике, он достаточно на высоком уровне. От этого есть неэффективные котельные, то есть они старые, у них избыточная мощность, старые технологии, топятся на угле, у них большой расход топлива. Да? Здесь план больше направлен как раз на техперевооружение, на модернизацию. То есть это строительство новых котельных, применение новых технологий, автоматизация процессов, улучшение логистики доставки топлива, перевод на другие виды топлива. Мы видим, как активно газифицируется наша республика. Перевод на газ, например, это достаточно эффективный способ экономии средств, потому что газ, во-первых, экологичнее, во-вторых, более высокий КПД имеет по сравнению с углем. Уголь, то есть газ не надо доставлять, хранить и так далее. Перевод на газ – это одна из таких причин. Либо, например, строительство гибридных комплексов, таких как в Хану, например, село Хану Момского района. Там построили гибридную электростанцию, то есть везде у нас дизель-генераторы, там она гибридная с применением солнечных технологий, солнечного накопления. До 40% топлива коллеги с Саха-Энерго сегодня имеют экономии по расходу топлива благодаря солнечным панелям.
Николай Владимирович, раз уж мы с вами сегодня ведем разговор о повышении тарифа, хочется узнать все-таки, как часто происходит индексация. И, насколько я понимаю, повышение, точнее, платеж квитанции может быть разным в зависимости от времени года. Вот, допустим, сейчас наступает сезон кондиционеров, соответственно, и чек за электричество будет выше. Правильно? Да, все верно. То есть традиционно у нас повышение тарифов идет ежегодно со второго полугодия, то есть с 1 июля 2025 года. Следующее повышение ожидаем с 1 июля 2026 года, соответственно. Вот. Чеки действительно могут быть разные в зависимости от того, как семья, домохозяйство потребляет тот или иной ресурс. Это и расходы на воду, и расходы на электричество, связано это и с сезонностью, и с активностью пользования. Да. Вообще нужно сказать то, что в нынешних реалиях современного мира и вообще как бы энергодефицита всемирового, так скажем, да, потому что все мы понимаем, что цены на первичные энергоносители растут, и нужно все-таки приучать нас самих начинать экономить эти ресурсы. Это и правильно потреблять, и не перерасходовать лишнего. Где можно получить информацию о текущих тарифах и о их изменениях? Да, безусловно, информацию можно получить у нас на сайте. Есть так называемая система «Тариф онлайн». Когда вы пройдете на портал Госкомцен, перейдете во вкладку «Тариф онлайн», там также есть даже калькулятор, на котором можно посчитать примерно свою квитанцию, если вы там сомневаетесь в том, что правильно ли вам управляющая компания начисляет. Поэтому все тарифные решения, они публикуются и присутствуют на нашем портале. Мы еще одну важную часть забыли. Сегодня кратко пробежались по льготам для населения. Какие еще есть? Помимо того, что я Да. сказал, да, есть закон о льготных тарифах, то есть у нас и так тариф весь льготный, но помимо этого есть и адресные льготы. То есть для семьи, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода семьи, то такая семья имеет право на предоставление адресных субсидий. Можно обратиться в агентство субсидий, либо через портал госуслуг. Да. Также есть отдельные субсидии для многодетных семей, то есть 30% скидка, это достаточно свежая норма. Для всех многодетных семей, кто имеет 3 и более детей, предоставляется 30% скидка на жилищно-коммунальные услуги. Ну и отдельным категориям граждан по линии Министерства труда тоже есть отдельные льготы. Это и инвалиды, и незащищенные слои населения, участники специальной военной операции, ветераны, дети войны. Николай Владимирович, что ж, я благодарю вас за обстоятельную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.